Смотрите, какая толщина брони. Сигнализация есть, все надежно. Потому что здесь хранится сокровище, рукописи произведений Махтумкули Фраги. Созданы они, правда, писцами, а не рукой самого туркменского поэта и философа. Каких-то его личных заметок пока не нашли. Ни образцов почерка, ни прижизненных портретов. Вот самое первое известное изображение – карандашный эскиз художника Айхана Хаджиева 1946 года. Написан в родном селе Фраги. Здесь портретист встречался с его потомками, искал у них общие черты. Ну и без мистики не обошлось. Отец мне часто рассказывал, как однажды ему приснилось, что возле еще незаконченного портрета стоит Махтумкули и говорит: вот здесь, подправь усы и глаза немного. Смотри на меня внимательно и запоминай. Сегодня этот собирательный образ один из самых узнаваемых в мире, когда речь заходит о Туркменистане. Его стихи стали уже поговорками, пословицами и из уст в уста передаются. То есть это, конечно, как вот Александр Сергеевич для России наше все, так и Махтумкули для туркмен наше все. Родился в 1724-м на юго-западе Туркменистана. Тогда это были земли сефевидского Ирана. Его отец учитель, и потому Махтумкули уже с детства много читал. Закончил 2 медресе. Постоянно путешествовал от Афганистана и Северной Индии до российской Астрахани. Прославили его народные певцы Бахши. Никогда не обижайте человека упреком горьким. Бедным и слабым поддержка нужна. О Всевышний, пусть зацветут бескрайние просторы, пусть крепнут основы нашего государства. Процитирую одну из этих фраз. «Идут под сенью праведных знамен все наши племена со всех сторон». Международный форум в Ашхабаде называется «Взаимосвязь времен и цивилизаций. Основа мира и развития». И действительно, племена со всех сторон, в наушниках многоголосье. Путешествия в корне повлияли на его мировосприятие. Оно расширилось и совершенствовалось, что в результате привело к взаимообогащению культуры, знаний между народами. Только президентов в Туркменистан приехало больше десятка, в том числе из Армении, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Монголии, Пакистана, Узбекистана и Таджикистана. Хорошая компания, чтобы обсудить современный многополярный мир. Государство мирового большинства, частью которого является и Россия, и все представленные на форуме страны выступают в духе философских подходов Махтумкули за более справедливое распределение благ, за последовательную демократизацию международной жизни. Такая вот альтернатива западному порядку, основанному на правилах. Казахстан и Туркменистан связаны едиными духовными корнями, общей историей, многовековыми узами дружбы. Эти неизменные ценности стали основой активного диалога между двумя государствами, который способствует дальнейшему сближению наших народов и углублению казахско-туркменских отношений. Президент Ирана Масуд Пезешкиан отправился на форум, несмотря на резкое обострение ситуации на Ближнем Востоке. Глубина кризиса в Газе и жестокость, которая проявляется в неравной войне, а также продолжение варварских нападений на ливанские города, не поддаются описанию. На полях форума Пезешкиан встретился с Владимиром Путиным. Это первая личная встреча после гибели прежнего иранского президента. Еще при Ибрахиме Раиси две страны начали готовить договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. И теперь Пезешкиан подтвердил готовность оформить соглашение. Наши принципы схожи, наши позиции на международной арене схожи с вашими. Даст Бог, мы также примем участие в БРИКС. И те документы, которые должны там подписать, мы сделаем все для подписания этих документов. Здесь будет много экономики. Наибольший акцент на сегодняшний день Москва и Тегеран. Они сделают и на развитие международного транспортного коридора север-юг, на сотрудничестве в ТЭКе и в нефтехимии, потому что страны могли бы снизить последствия санкций.
Коридор север-юг из российского Санкт-Петербурга в индийский Мумбай. Включает территории 14 стран, 3 ветви в районе Каспия, проект новой железной дороги в Иране. Общая протяженность путей превышает 7 тысяч километров. По сравнению с традиционным маршрутом доставки грузов через Суэцкий канал, экономия может составить до 10 суток. Человека позорит к наживе страсть. Возомнить о себе значит низко пасть. Дружба мудрого славу дает и власть. Ты монета его золотою будь. В кругу друзей в Ашхабаде Путин встретился с бывшим президентом, а ныне председателем Народного совета Туркменистана Гурбангулы Бердмухамедовым. Кратко переговорил с президентом Пакистана Асифом Али Зардари. В Кремле сообщают, лидеры обменялись взаимными приглашениями посетить свои страны с официальными визитами, договорились активизировать совместную работу во всех сферах. Кроме того, Путин побеседовал со спикером турецкого парламента Нуманом Куртулмушем, подтвердил, что ждет встречи с президентом Эрдоганом на октябрьском саммите БРИКС в Казани. Ашхабадская же встреча подтвердила общность подходов участников к вопросам культуры. Не сносить памятники классикам, мол, не то писали или не там родились, а наоборот открывать новые. Вот мемориалы Махтум-Кули Фраги в России. А это 60-метровая скульптура в Ашхабаде. Вокруг еще более 2 десятков фигур. Шекспир, Бальзак, Руставели, Айтматов и Достоевский. Никакой конъюнктуры или дискриминации. Роман Никифоров, Мария Солопова, Ирина Кузьминская и Андрей Столяренко. Программа «Вместе».